Добрый вечер всем, от мала до велика. Вы смотрите Якутию Лайв, с вами Иван Луцкан. Как говорится, статистика знает все. Все процессы, которые происходят в обществе, подвергаются тщательной обработке и анализу. После чего мы с уверенностью можем сказать, что статистика достоверно отражает все, что происходит вокруг. Безусловно, это и кропотливый, но очень важный процесс, ведь именно из полученных данных в дальнейшем специалисты делают выводы и предлагают пути решения проблем, помогают улучшить нашу с вами жизнь. Прямой сейчас проходит один из важных процессов сбора данных. Это всероссийская перепись населения, ход которой мы сегодня обсудим в эфире программы «Якутия Лайф». И сегодня у нас в гостях руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по республике Саха-Якутия, Сахастат, Ирина Гаевая. Добрый вечер, Ирина Кулунтарьевна. Добрый вечер. Вот сразу отчество, да? Откуда такое интересное имя вашего отца? Да, это имя моего отца. Его звали Наговицын Кулунтарий Григорьевич. Многим его имя, вот даже вот Наговицын Кулунтарий Григорьевич, скажет о многом. Он был очень известный геолог, открыватель алмазных месторождений, дважды лауреат государственной премии. То есть его имя – это уже, можно сказать, некий бренд. А как получилось именно вот такое отличное от других имя? Отец родился в 1935 году в Нюрбе. Высокая смертность. Моя бабушка была матерью-героиней. Верили тогда в злых духов, которые забирают младенцев. И вот, чтобы обмануть духов, мой отец родился в апреле, а чтобы обмануть духов, его назвали вот от Кулун-Тутар, рожденный в марте. Вот так это и произошло, такое имя. И по статистике это одно такое имя в республике? Насколько я знаю, одно, больше не встречалось. Вот тогда вопрос обывательский, да? Что чаще всего сейчас волнует жителей? Вот какие статистические данные? Жителей волнуют, вот если жителей как граждан, волнуют всегда. Вот и в этот период пандемии, и вообще всегда, и 5 лет назад, и 10 лет назад волновали вопросы о стоимости, цены на товары, стоимости, например, аренды, там, кто занимается, там, предприниматели коммерции, им надо узнать, выяснять о средней заработной. Данными и качество информации, полученной вами, будет гарантировано. Ну вот по поводу самих достоверных цифр, которые забивают непосредственно те, кто вам информацию эту подает. Но крупные предприятия, понятно, там все-таки учет официальный ведется, ну то же самое, как и учреждение здравоохранения, в котором я работаю.
касаемо их производственной, промышленной деятельности. Если это предприятие торговли, то это предприятие, то это показатели, касающиеся их торговой деятельности, ну вот так вот по направлениям. Ну а вообще бланки для малых предприятий достаточно просты, и логика их последовательна, чтобы там не понять или какие-то сложности, или отдельного бухгалтера иметь, для этого абсолютно не надо. То есть вот выборочно предприятие малое обследуется постоянно, но один раз в 5 лет есть такое понятие сплошная перепись субъектов малого предпринимательства, иначе ее называют экономическая перепись малого бизнеса. И вот тогда обследуются все малые предприятия, индивидуальные предприниматели сплошным образом. Вот это, конечно, тогда серьезная работа, большой объем, много сил требуется, чтобы собрать от всех, чтобы получить полную картину. Ну, надо сказать, что это не зря. Вот это в 5 лет мы от всех требуем и собираем отчеты, потом на основании вот сплошного вот этого учета мы живем последующие 5 лет, а выборочное обследование, они просто корректируют эти данные, ну, вот, по правильному направлению их направляют. Отчетность, в общем, понятная и прозрачная. Ну вот, опять же, обывательский вопрос, который очень часто мне приходится самому иногда развенчивать. Ну вот, по тому же самому любимому ковиду. Вот я опросил там 5 своих друзей, они все там заболели после вакцины. Все, значит, все болеют после вакцинации. Вот как верить таким статистическим опросам? Ну, вы сейчас, наверное, сказали про выборку. Я просил 5, но не всех. Да, действительно, многие обследования мы проводим, касающиеся населения, мы проводим выборочно. То есть формируется прямо на уровне Росстата, как мы говорим, на научной основе, формируется выборка территориальных единиц, в которых будет проводиться обследование. Это такие выборки территориальных поселений, да, формируются по спиральной основе. То есть выборка делается, отбираются территории по принципу с севера на юг, с запада на восток, определяется территория, населенный пункт, скажем, где будет проводиться обследование. Потом в этом такая многоступенчатая работа. В этом населенном пункте определяются адреса, где будет проводиться обследование, для того, чтобы получить такой срез респондентов, скажем, информация по которым будет репрезентативна. То есть они могут представить все общество. Вот получая такую, скажем, выборочную информацию, дальше следующим шагом и этапом у нас будет, естественно, анализ, проверка, обработка, а дальше будет следующий такой самый главный или основной завершающий этап – распространение на всю, предположим, численность нашей республики. И тогда таким образом мы получаем, обследуя верные выборки по верной методологии, верными способами, мы можем получить достоверную, то есть информацию в целом, например, по республике. Ну, вопрос теперь непосредственно по тому событию, которое у нас началось 15 октября, перепись населения. Если мне память не изменяет, в 1897 году состоялась, да, всероссийская перепись населения, первая в Российской империи. Вот какие особенности переписи этого года, которую переносили, по-моему, уже раза 3? Абсолютно 3 раза. Ну, раз вы упомянули первые переписи Российской империи 1897 года, то надо сказать, что вот именно в России отсчет переписей идет вот как раз с того раза, и поэтому перепись нынешняя – это уже 12-я по счету. Но надо сказать, что вопросы, что тогда, что сейчас, в большей части, несколько они видоизменились, но остались те же самыми. Пол, возраст, состояние в браке, где проживают, чем занимаются, в принципе, сохранились. Может быть, не может быть, а из нынешних опросников ушли вопросы, которые были раньше о вероисповедании. И даже были вопросы в той переписи 1897 года о физических недостатках. Видимо, чтобы можно было четко характеризовать человека со всех сторон. А к тем же самым вопросам, которые я сказала, пол, возраст, образование, национальность, которые как были, так и есть. Добавились вопросы, которые уже нужны для описать нашу жизнь. Это источники средств существования, это можно определить трудовую миграцию. Понятное дело, живем в одном месте, ездим на работу в другом месте. Это по всей стране такое движение, надо понять. То есть если люди проживают в одном и массово выезжают в другие места, значит, там, видимо, не хватает рабочих мест. Такие и более глубинные анализы. Появились такие новые вопросы. А в целом, глобально, основная масса вопросов сохранилась. Я говорю, может быть, в названиях, может быть, вида изменилась, но сохранилась. Но зато эта преемственность из переписи в перепись, сохранение одних и тех же вопросов позволяют и увидеть, а как поменялись
мы. Ну вот по поводу изменений. Как раз в этом году перепись впервые проходит при помощи портала госуслуг, электронная перепись населения. Насколько мы к ней готовы? Ведь есть разные возрастные категории населения, дети, пенсионеры. Вот как им быть в этом случае? Вот вы сказали по поводу, насколько мы готовы. Вот насколько мы готовы, и проходила в 2018 году пробная перепись. Как раз вот можно было отработать. А насколько готово население? Вызывают ли сложности при захождении на портал госуслуг именно в раздел перепись, там переходы? Действительно, в 2018 году прошла пробная перепись населения. Республика Саха-Якутия была в числе пилотных регионов, чем мы гордимся. Мы старались, отработали, свои замечания тоже писали. Вот. И значит, у нас Хангаласский район был выбран для сплошного обследования, и в целом республика участвовала в переписи на портале госуслуг. Ну, тогда это было добровольное, вот так вот, да. И тогда вот по 2018 году по количеству прошедших перепись на портале госуслуг мы заняли, в рейтинге регионов мы были пятыми. Хотя на самом деле процент прошедших на госуслугах тогда был всего лишь 2% населения. Но благодаря этим людям смогли увидеть сложности, смогли увидеть ошибки. И вся эта работа была на уровне Росстата проделана. Были поменены формулировки, ряда вопросов стали более понятными, стали логически увязанными переходы от вопроса к вопросам. В общем, вот путем пробной переписи добились четкого и понятного, логически связанных вопросов. Дальше вот в перепись, вот в эту электронную перепись, которая на госуслугах, встроены дополнительно справочники, что помогает уже не ошибаться. Поэтому вот эта перепись, процесс прохождения переписи вот уже сейчас, по сравнению с 2018 годом, он гораздо четче и проще. И мы не слышали, хотя вот перепись началась недавно, с 15 числа, но у нас еще не было каких-то вопросов, комментариев или жалоб, что как-то сложно или непонятно проходит перепись на портале госуслуг. Это сделано было качественно и хорошо. Если вы еще не проходили. Я в 18-м проходил, Да. вот пробную, мне это было любопытно. А вот в этом году я еще, честно говоря, не успел, но я планирую вот как раз в ближайшие дни это сделать вместе с семьей. То командировки, то все, надо же сесть основательно, все там заполнить, все графы. Сколько времени? Наверное, 15-20 потрачу. Да? Я проходила, значит, в числе первых. Мы прямо вот спать не ложились, чтобы начать 0-0-то попробовать. И за двоих, на нашу семью заполнить за двоих человек, у меня ушло, не больше 7 минут. Очень быстро, просто, понятно, логически все увязано. Поэтому, я думаю, вот у вас уйдет, не больше 15, предположим, минут на всю семью. Это очень удобно. Вот вы говорили тогда о вопросах, да? Вот сама задача переписи – это определить количество населения, которое проживает по факту на определенной территории. Вот как быть людям, которые приехали просто в гости? Там, погостить на день, на два, да? Там вот у нас же часто очень миграция, особенно вот на выходные дни происходит в села, к бабушкам, к дедушкам. Вот им как переписываться в таком случае? Перепись вот в начале, вот в самом, вот что такое, значит, мы когда говорим перепись, кто подлежит переписи, и вот сразу вот в самых первых вот формулировках или определениях, значит, вот такая буквально формулировка: переписи подлежит постоянное население, проживающее на этой территории 12 месяцев и более. То есть если гражданин постоянно проживает, предположим, в Мархе, но на выходные приехал в Якутск, то, естественно, большую часть года он проживает в Мархе и должен переписаться в Мархе. Но и еще хочу добавить, целью переписи это, конечно, одна из самых главных, но не самая главная, предположим, задача, да, не только это, то есть задача определить численность фактически проживающего населения на территории каждого поселения. Кроме этого, получив информацию по вопросам, которые указаны в вопросниках, это средства к существованию, способ заработка, сколько детей в семье, национальность, родной язык. Мы узнаем еще очень много, получим много ответов на то, как развиваться, как строить, использовать эти данные в своих программах, а где именно нужны рабочие места, если люди живут в одном месте, а ездят в другом месте. Если мы узнаем, по данным переписи мы, кстати, узнаем о национальном составе, да, то есть будет принято, видимо, решение, нужны ли национальные школы и где именно они нужны.
много информации, немного информации, а вся информация, в принципе, поскольку перепись, наверное, государству хотелось бы знать еще больше, честно говоря, о своем населении, но поскольку переписной лист должен быть оптимальным, поэтому вот к отбору этих вопросов отходили очень тщательно, и не все те вопросы, которые хотелось бы, были включены, поэтому каждый вопрос имеет такую высокую цену, поэтому, конечно, эти все вопросы, ответы, то есть все, конечно, востребованы и нужны. А вот как быть с отдаленными нашими участками? Все-таки Якутия большой регион, Арктика, это кочевые те же самые, да, общины, которые вместе с оледстадами ходят. И, естественно, с ними вот тяжело поймать-то переписчику будет, он же не будет за ними бегать. Везде этих оленей ловить. Да, вот даже на нашей республике можно описать, возможно, все трудности, с которыми приходится сталкиваться, не трудности, а особенности, с которыми приходится сталкиваться переписчикам и во время переписи, вообще на территории, значит, всей нашей страны. Поэтому все понимают, да, что определив один период, ну, предположим, октябрь, как мы сейчас вот оказались в переписи, невозможно попасть каждому. Перепись-то всеобщая, должны переписать всех. Даже учитывая вот и отдаленность, и труднодоступность, что мы много куда не можем попасть в октябре и в ноябре месяце, поэтому и не только на нашей территории, поэтому, значит, было принято решение, впрочем, как и в каждую перепись, и определены сроки для проведения переписи отдаленных и труднодоступных территорий. Каждый субъект, каждое муниципальное образование определяет для себя возможные оптимальные сроки прохождения переписи. И, значит, в нормативных документах прописано, что перепись на таких территориях может проходить с 1 октября 2020 года по декабрь, по конец 2021 года. У себя в республике, значит, мы определили, что у нас перепись будет проходить для таких отдаленных, сложных территорий. Значит, у нас проходила перепись в апреле, проходила в июле, в августе и в сентябре. То есть вот мы вот это с апреля по сентябрь мы завершили перепись вот в этих сложных территориях. За это время мы переписали порядка 12% населения. Перепись у нас прошла в 20 районах. Вот из них в 12 районах перепись мы завершили. В остальных районах перепись пошла, ну, вот в самых крайних их точках, но в там, центральных районах она продолжается. Ну и вот сейчас вот мы вышли на основной этап. А вот как отличить переписчика, что это переписчик, а не какой-нибудь там мошенник тот же самый? Да, У нас же это... сейчас тоже распространено. Да, способов много, поэтому, конечно, это предусмотрено, и во всех своих, когда мы разъясняем, мы проводим много работы, информируем население, как отличить, четко объясняем. Наш переписчик в экипировке, это жилет, это шарф. Но самое главное, у каждого нашего переписчика висит удостоверение с фамилией, имя, отчество, заламинированное, значит, со всеми печатями. Но это удостоверение действительно еще при наличии паспорта. И еще, самое главное, наш переписчик никогда не будет спрашивать, а покажите документы, что вы говорите так, что это вы там проживаете, не проживаете, что угодно. Наши переписчики, вообще принцип переписи, это со слов граждан по любому направлению, да, и поэтому наши переписчики никакого документа требовать не имеют права и не будут. И вот тогда вот обращаю внимание, если вдруг кто-то под видом переписчика начинает требовать документы, то точно должны знать, что это точно не переписчик Росстата, а вот тут документы статистики. на квартиру, да? Вы тут подпишите, да, пожалуйста. Да. Да? Вот если как только требуют документы, это повод, значит, сразу отказаться и от переписи и обратиться в органы внутренних дел. Это не наш переписчик. Это не переписчик. Вообще, вот о переписчиках работа достаточно сложная. Я вот и видел, как там фотография была, там девушка на снегоходе, значит, потом они же ходят и по частным дворам, это и собаки, они заходят в дома, где могут быть и пьяные, и, ну, и что, там, какую-нибудь, ну, так, утрированно, малину, где могут быть и бандиты и так далее. Вот что это за герои, люди, которые являются переписчиками? Да, вот я прямо с самого начала, как вы, значит, назвали, эта идея была нашего территориального органа статистики, объявили всероссийский флешмоб, который называется «Я герой переписи». Когда его разрабатывали, у нас было такое свое название «Последний переписчик». Уже же известно, что перепись в таком формате, когда переписчики ходят с адреса в адрес, это, конечно, последняя. Следующая вот перепись должна быть, ну, перепись проходит по нулевым годам, то есть, по идее, следующая перепись должна
должна быть уже в 30-м году. Не будет уже переписчиков, будет и регистр населения, и другие уже Чипы источники. от вакцинации. Статистика не пользуется чипами, статистика пользуется официальной информацией. Это хорошо. Да, поэтому переписчиков не будет. У нас было такое желание назвать, что вот эти переписчики, больше таких не будет. Это последний шанс попробовать, вот прямо изнутри поучаствовать в переписи. Мы поэтому хотели назвать «Последний переписчик», но решили как-то это уж слишком по-триллерски звучит. И назвали этот флешмоб «Я герой переписи». И мы его посвятили действительно вот тем, кто за невысокую, честно говоря, вознаграждение работает целый месяц, работает вот в таких условиях, вот особенно вот сейчас в таких условиях, ходит из квартиры в квартиру вот с целью получить информацию в целом по стране, в целом по республике. И поэтому я, конечно, вот пользуясь вашим вопросом, хотела бы обратиться к гражданам. Ведь переписчики – это чьи-то дети, это чьи-то знакомые, а может быть и ваши соседи, которые согласились работать в таких тяжелых условиях. Поэтому найдите пару минут, откройте им дверь и ответьте на те вопросы, которые они задают. Они ведь это делают для нас, для всех. Ну и надо, наверное, спасибо, да, сказать этим людям? С большой благодарностью мы отнеслись тем, кто согласился. И этот труд действительно требует большой благодарности и большого уважения. Да. Только спасибо. Да, вот мы обсуждали в начале еще, что переписи 124 года, и вот у вас здесь книга «Статистика. Взгляд через столетие». Как раз. Что за книга? Это вот я хочу вернуться к вашему вопросу, насколько востребована статистическая информация. Значит, мы в этом году, вот готовясь к 100-летию образования республики, продолжили, да, значит, в год вхождения Республики Якутии в состав России 375 лет в 2008 году мы подготовили книгу «Статистика. Взгляд через столетие». Сейчас информация была очень востребована. Книга прямо большим спросом, и мы решили вот к 100-летнему юбилею, значит, Якутии мы решили продлить динамику этой информации. Тут данные у нас были по 2008, мы продлили эти ряды информации до 2020 года. И, значит, к этой книге мы подготовили вкладыш, и как раз и название у нас очень удачное. Статистика. Взгляд через столетие. Да, 100 лет СССР. Да. И тут информации по многим показателям в динамике поболее даже, чем через 100 лет. Мы вот только-только, это вот одно из самых первых подготовленных уже скомпонованных книг, поэтому я хочу обратиться к нашим слушателям. Если есть интерес получить эту уникальную информацию, обращайтесь к нам в территориальный орган статистики. Такое бывает только один раз в 100 лет. Теперь давайте поговорим немножко о миграции. У нас не так много времени остается. В Советском Союзе всегда учитывали каждого, кто куда, чего, зачем. Как у нас сейчас дело обстоит в республике с мигрантами и с теми, кто уезжает за пределы республики, жителей непосредственно республики? А учет как продолжался вести, так и продолжается вестись. У нас, значит, мы видим отток, когда наши жители уезжают, мы так посмотрели, в какие субъекты. Это Краснодарский край, это Новосибирская область, это Ленинградская область. Но в то же время к нам и приезжают, мы отмечаем, к нам приезжают из Томской области, из Хабаровского края, Сахалина. Даже мы видим, ну, так вот, не единичные, а так значительное число. Кроме того, к нам приезжают достаточно такой серьезный приток жителей из Киргизии, к нам приезжают, из Армении приезжают. Это мы говорим не про тех людей, которые приезжают на сезонные работы, мы говорим про тех, кто приезжает к нам на постоянное жительство. А вот теперь о рождаемости. Да? Одно дело прирост, который осуществляется за счет миграции, а теперь естественный прирост. Как у нас обстоит дело с рождаемостью, с учетом тех мер, которые принимает президент страны, правительство страны по поддержке рождения первого, второго, а сейчас уже и разговоры про 1 миллион за 3-го ребенка, родившегося именно на Дальнем Востоке. Цифры в Якутии радуют или не очень? Цифры в Якутии радуют и порождают надежду, что численность будет только увеличиваться у нас. Вот начиная с 2007 года четко и последовательно все последующие годы наблюдается прирост населения, ну, за счет рождаемости. Прям особенно резкий рывок был с 2007 по 2015 год. С 2015 года рост рождаемости идет, но темпы роста стали немного меньше. И вот такая интересная тенденция. В 2020 году детей, рожденных
третьими в семьях, третьими, четвертыми 30%. А рожденных даже 35%, а рожденных первыми детьми 28%. Смотрите, как у нас... Ну да, интересно Да. распределяется статистика. Вот, Рождаемость. ну, статистика рождаемости, да. А вот по статистике, по любимому ковиду. Очень много разных домыслов в социальных сетях. Вот, это ваша статистика, все врет, все это неправда и так далее. Ну, вот каким цифрам верить? Верить, естественно, только можно статистике. Я даже могу буквально в 2 словах пояснить, как у нас появляются эти данные. У нас данные о смертности, ну, собственно говоря, как и по рождаемости, о рождаемости появляются из данных ЗАГС. Когда гражданин приходит регистрировать ребенка, эта информация появляется у нас. Когда приходит получать свидетельство о смерти, тоже же обращаются в ЗАГС. И эта информация тоже нам поступает. И вот на основании этих данных официальных, именно той информации, которую формируют, собственно говоря, сами люди, и мы формируем в целом информацию по республике. Ну, вот тот же вопрос, который вызывает прямо бурю негодования у жителей, и вы про него в самом начале так вскользь сказали, средний уровень зарплаты. Вот, говорят, как это у нас так, 70 тысяч зарплата, у меня такой нет, и пошло-поехало. Вот 70 тысяч, средний, по-моему, уровень заработной платы был там плюс-минус, по-моему, по республике. Для чего вообще нужен этот показатель? Чтобы людей пораздражать? Или же все-таки для того, чтобы какие-то экономические показатели высчитать в последующем? Ну, кроме показателя, вот средняя заработная плата по субъекту, этот показатель нужен для сравнения с другими субъектами, естественно. Все сравнивается и сопоставляется. Ну, а вообще, кроме вот этого среднего по республике, мы ведь еще рассчитываем размер средней заработной платы по видам деятельности. И вот тут мы видим, конечно, конкретные колебания, большую разницу. Самая высокая заработная плата, естественно, в добывающих отраслях. Сейчас высокая заработная плата в медицине, в образовании. Ну, вот и так далее, да. И поэтому, конечно, за счет ну, тех, не у кто чиновников, получают... как у нас любят. Вот у чиновников У самые чиновников, к богатые. сожалению, не так хорошо, как у добывающей отрасли. Да? Но, тем не менее, средняя заработная плата за счет большой армии тех, кто занимается вот в промышленности, в добыче, средняя заработная плата формируется вот такая высокая. Ну, я говорю, мы формируем по видам деятельности вполне четко и конкретно можно увидеть, как она получилась, что она не нарисованная, не придуманная, а вот за счет чего она формируется. И мы вот эту информацию, средняя заработная плата по видам деятельности, мы ежемесячно публикуем, она не скрытая, ничего, она и на нашем сайте выложена, и в наших статистических, значит, вот, предоставляем стат-информацию в сборниках, да, материалах. И еще такой вот вопрос. 1 августа микросельскохозяйственная перепись. Вот в 2 словах, что это такое, как в ней возможно принять участие нашим сельхозпроизводителям? Вот сельскохозяйственная микроперепись, от слова «микро», она была выборочная. Сплошные переписи у нас проходили в 2006 году, в 2016, через 5 лет принято было решение, и в закон внесено, что через 5 лет для корректировки вот предыдущих данных, полученных в перепись, да, надо обновлять, актуализировать, проходит, поэтому выборочное обследование, но оно так относительно выборочно, надо сказать. В нем участвовали все крестьянско-фермерские хозяйства, все сельскохозяйственные организации, юридические лица и 63 тысячи личных подсобных хозяйств. Это очень существенный объем тех переписанных, ну вот кого мы изучили и обследовали. Изучали, собирали информацию по поголовью сельхозживотных, по наличию и использованию земель. Вот еще вопрос по безработице. Понятно, что ковид, он внес свои коррективы. На многие предприятия, когда уходили на тот локдаун в 2020 году, боялись, что у них работники уйдут, потому что долгий был простой. Так ли картина на самом деле, судя по статистике? Многие люди потеряли работу и сейчас находятся в ее поиске. В 2020 году уровень безработицы у нас в республике, как в принципе, в общем-то и в целом по стране, он у нас увеличился и достигал 7,4% в 2020 году. В 2021 году ситуация, жизнь стабилизируется, и этот показатель тоже стабилизировался, он сократился, и по состоянию за 8 месяцев этого года уровень безработицы у нас 6,8%. Ну а дальше жизнь покажет. Мы ежемесячно проводим обследование рабочей силы. Ежемесячно оно проводится в районах республики. И на основании, ну, как я уже говорила, формируется выборка, распространяются. И, в общем, наши данные не подвергаются сомнениям.
Спасибо вам большое, Ирина Калунтаревна, за то, что вы честно, откровенно отвечали на все вопросы, без прикрас. Если есть проблема, вы о них смело говорите, без всякого давления. За это вам огромное спасибо. Вы открытый, замечательный человек. Так держать. Я хочу поблагодарить вас, дорогие зрители, что вы были вместе с нами. Мы сегодня говорили с нашей гостьей о всероссийской переписи населения, о том, что она будет проходить с 15 октября по 15 ноября. И у вас есть возможность пройти ее впервые в электронном виде, потратив на это всего 15-20 минут своего времени, но, по крайней мере, всю информацию внести достоверно, как она есть. Потому что это очень важно для государства, это очень важно для нас, потому что именно благодаря переписи населения формируются показатели, как, где строить школы, какие социальные объекты можно сформировать, где, какую инфраструктуру нужно развивать. Поэтому это все делается исключительно только в наших интересах, и именно в наших интересах помочь созданию правильной информации. Спасибо вам большое за то, что были вместе с нами, с Якутией Лайв. Обязательно принимайте участие в переписи. На этом наш выпуск программы подошел к концу. Меня зовут Иван Луцкан. Следите за событиями в республиками в эфире нашей программы 19:15 по будням на канале Якутия-24. Всем приятного вечера. Пока-пока.